адпаведнасці з праграмаю вернемся да блоку, который мы адклалі рукапіснай кніжнасці. Мы шмат размаўлялі пра жыровічы, згадвалі асобныя рукапісныя і друкаваныя помнікі, звязаныя з жыровічамі, і ў гэтым сэнсе аснова ўжо была пакладзеная. Але цяпер звернем вашу ўвагу на рукапісную кніжнасць Беларусі і нашага рэгіёну свету праз некалькі новых дакладаў і выступленняў. Першае, мне хацелася б прадставіць слова нашай ужо таксама вядомай і пастаяннай удзельніцы Марыне Чысцяковай з Літвы. Гэта вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута літоўскай мовы, доктар гуманітарных навук, якая шмат год працуе над тэматыкай рукапісных пролагаў у Вялікім княстве літоўскім, і цэлы шэраг грунтоўных публікацый на гэты конт ужо зарабіла. Яе выступленне – 3-й том предварительного сводного каталога церковнославянских проложных текстов в контексте изучения рукописной традиции пролога. Прошу, коли ласка. Уважаемые коллеги, более 15 лет я работаю над созданием сводной базы проложных текстов на основе церковнославянских рукописных источников XII-XVIII веков. Как известно, пролог представляет собой календарный сборник относительно устойчивого состава, в котором на каждый день церковного года представлены жития святых и поучения. Целью моего проекта является подготовка и издание 6 томов предварительного сводного каталога церковнославянских проложных текстов. Серия задумана 6-томной, поскольку она посвящена чтениям пролога на первое полугодие, с сентября по февраль. В рамках серии каждому месяцу выделен отдельный том. На данный момент опубликованы 1, 2 и 3 тома каталога, охватывающие проложенные тексты на сентябрь, октябрь и ноябрь. Публикация данных томов была подготовлена в рамках 3 издательских проектов, поддержанных ученым Советом Литвы и осуществленных в Вильнюсе в Институте литовского языка в 2013, в 2016 и в 2019 годах. В прошлом году вышел 3-й том каталога, и я планировала привезти в Минск свежеизданные экземпляры, подарить их в библиотеке Беларуси и знакомым коллегам, но пандемия скорректировала мои планы. Я сделаю это позже, когда ситуация изменится к лучшему и восстановится сообщение между странами. С начала 2020 года мною начата работа над созданием 4-го тома каталога, посвященного декабрьским проложным текстам. Надо сказать, что в целом исследовательская и издательская части работы по подготовке одного тома на его завершающем этапе занимают не менее 3 лет. Сбор материала длится гораздо дольше, поскольку подразумевает работу в библиотеках и архивах многих стран. То есть 4-й том появится не так скоро. Хотелось бы также пояснить наличие в названии каталога определения «предварительный». Дело в том, что пролог характеризуется сложной и разветвленной текстологией. Ряд моментов, связанных с историей его развития, проясняется уже после издания конкретных томов. И я периодически возвращаюсь к уже подготовленным томам и по мере исследования пролога вношу исправления и дополнения. Самый простой пример. Удается отождествить источники некоторых проложных поучений, которые ранее мне были неизвестны. В научной традиции первичная и последующие версии научных трудов маркируются также как издание 1, издание 2, исправленное и дополненное. Я пошла иным путем и планирую первоначально подготовить тома с грифом «предварительный», и это будет бумажная версия, отражающая состояние знаний по текстологии пролога на момент составления конкретных томов. А затем я планирую создать окончательную версию каталога, сделать ее в электронной форме, с возможностью поиска и, вероятно, со ссылками на электронные рукописные ресурсы, которых с каждым годом становится все больше, что не может не радовать. Я хотела бы, чтобы эта версия
была размещена в интернете в свободном доступе для исследователей. Но, естественно, она появится гораздо позже на базе того опыта, который будет получен при подготовке бумажного издания. Предварительный сводный каталог проложных текстов представляет собой первый опыт создания подобной базы данных. В нем учтены болгарские, сербские, древнерусские прологи, а также списки, бытовавшие в Великом княжестве Литовском и Польском королевстве. В рамках одного месяца учтено около 100 рукописей, и это главным образом представители разных редакций простого и стишного прологов. Обширный пласт составляют ранние списки, датируемые XII, I, III, XV веков. И главным образом это представители краткой и пространной редакции простого пролога. В целом каталог содержит все без исключения тексты, памяти и стихи, положенные во всех известных на данный момент редакциях пролога на конкретный месяц. Проложные жития содержат ссылки на параллельный греческий текст, а для большинства проложных поучений установлены их источники и связи с иными учительными сборниками. Дело в том, что поучения заимствовались не только в пролог, но и из пролога. И когда направленность заимствования удавалось установить, то в отдельной рубрике я делала соответствующие пометы. Кроме того, для поучений подведены параллели, то есть даны ссылки на те же назидательные тексты, но в ином переводе. И указаны аналоги, то есть тексты со схожим сюжетом, не совпадающие на текстовом уровне. Таким образом демонстрируются связи проложных поучений с иными четьими сборниками. В разделе литературы в рамках одной каталожной статьи цитируются каталоги гамилий, иных четьих сборников и научные работы, посвященные этим текстам. В большей мере это относится, конечно же, к поучениям. Каталог снабжен несколькими указателями. В них в алфавитном порядке собраны имена поминаемых в прологе святых, инципиты проложных текстов, стихов, тропарей, отмечены источники авторы проложных поучений, и мною дана современная научная идентификация, которая не всегда совпадает с атрибуцией статей в заглавиях в прологе. Немного расскажу о том, как проходит подготовка отдельного тома. Работы такого масштаба и сложности обычно выполняют отделы институтов или, по крайней мере, исследовательские группы внутри отдела. Я веду этот проект в одиночку, и для того, чтобы поддерживать высокий уровень качества научной продукции, подготовительные работы распределяются на конкретные этапы, и каждый из этапов жестко контролируется. Начинается все со сбора материала, и это самый затратный по времени процесс, поскольку он подразумевает командировки и работу в библиотеках и архивах разных стран. В каталоге учтены рукописи, хранящиеся в Вильнюсе, Минске, Варшаве, Люблине, Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Львове, Софии, Белграде, Сремской Митровице, Загребе, Любляне, Вене, Берлине. В основном работа с источниками проходит девизу, но я использую также и копии отдельных рукописей. Например, прологи Хиландарского монастыря на Святой горе Афон были мне доступны в копиях, которые были любезно предоставлены Хиландарской исследовательской библиотекой Университета штата Огайо в США. После сбора материала начинается первичная его обработка. Рукописи распределяются по редакциям. Внутри редакции списки указываются в хронологическом порядке. Затем следует фаза проверки, подразумевающая повторное посещение рукописных архивов и библиотек для того, чтобы удостовериться, что состав каждой рукописи указан без ошибок. Проверяется точность набора инципитов и эксплицитов текстов по взятым для цитирования спискам. После этой проверки начинается этап внесения дополнительной информации об этих текстах, а именно указываются опубликованные тексты пролога, даются перекрестные ссылки в случае повтора той же статьи на разные даты, собирается информация для раздела литературы. После этого проводятся различные проверки формальной части каталога, корректность используемых шифров,
точность в их последовательности, корректность приводимых ссылок. Каждый раз проводится огромная и почти всегда мучительная работа по отождествлению источников проложных поучений. В рамках одного месяца их бывает не менее 360, но в конечном итоге неатрибутированная часть составляет около 5-7% от общего количества поучений. Затем составляются алфавитные указатели в размере 7 штук и обновляется предисловие. Подготовленный таким образом каталог обычно содержит более миллиона печатных знаков и массу полезной информации для книговедов, историков и текстологов. Затем каталог направляется на редактирование сторонним редактором и на рецензирование 2 специалистами в области средневекового рукописного наследия. В настоящее время параллельно с моим каталогом реализуется еще один масштабный проект по изучению церковнославянского рукописного пролога. С 2016 года его воплощает в жизнь Лариса Викторовна Прокопенко, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН в Москве. Результаты исследований доступны на сайте, который называется «Славяно-русский пролог по древнейшим рукописям. Тексты, источники, комментарии». В поисковую строку можно ввести это название «Славяно-русский пролог по древнейшим рукописям. Тексты, источники, комментарии». И вы перейдете на нужную страницу или же ввести адрес этого сайта prolog-manuscript.org. prolog-manuscript.org. Данный проект продолжает публикацию текстов пролога, начатую коллективом авторов в издании 2010-2011 года «Славяно-русский пролог по древнейшим спискам». В этой книге была опубликована житийная часть пролога на осенне-зимнее полугодие по древнейшему сохранившемуся списку XII века из Российской национальной библиотеки Новгородско-Софийское собрание номер 1324 с учетом разночтений, с текстологическими комментариями и параллельным текстом греческого синоксаря. На сайте применены те же принципы воспроизведения рукописного текста, что и в указанном издании. И здесь можно познакомиться со структурой чтений дня в краткой и пространной редакциях пролога, а также непосредственно с текстами, которые были набраны по ранним спискам данных редакций. Весьма полезной является возможность поиска встречающихся в прологе лексем и словоформ. Житийная часть краткой редакции пролога на сайте не воспроизводится, поскольку Лариса Викторовна не стала переносить данные бумажного издания в электронную форму. Таким образом, на сайте помещены житийные чтения пространной редакции, а также поучения краткой и пространной редакции пролога. Лариса Викторовна также занимается идентификацией источников проложных поучений и приводит их греческие параллели. Она ограничилась описанием этих 2 редакций, краткой и пространной, но планирует воспроизвести состав чтений этих редакций на целый год. На данный момент на сайте выложены рукописные материалы на 3 осенних месяца. Вот таким образом выглядят самые значительные проекты по исследованию пролога в настоящее время. Благодарю всех за внимание. Дзякуй вялікі, Марина. Ваши даклады заўжды грунтоўныя і глыбокія. Мы вельмі рады новым публікацыям і чакаем чарговых. У сваю чаргу запрашаем вас сапраўды ў Мінск. Будзем радыя, калі атрымаецца у хуткім часе, можа быць, зладзіць прэзентацыю вашых выданняў. У любым выпадку нашы чытачы іх даўно чакаюць. Таму нізкі паклон і да хуткіх сустрэч у Мінску ці ў Вільні.